Профессиональный праздник всех тех, кто защищает и бережет природные богатства нашей страны. В России сегодня День эколога, а по всему миру День охраны окружающей среды. О том, как важно сохранить наши уникальные водоемы, например, реки Сунжу и Назранку, сегодня говорят со студентами архитектурного колледжа. Но обсуждает здесь не только это, обо всем и по порядку. Главный и единственный спикер Саварбек Халахоев, исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия. Слушатели – студенты. Разговор о важном, о природе, ее защите и благополучии проходит в формате вопрос-ответ. Еще один вопрос. А почему нельзя сжигать мусор? Потому что, есть разные люди. Я просто даже не знаю таких людей, которым нравится запах дыма, гари. То есть там же в любом случае химия, пластмасс, не пластмасс. То есть это же как-то негативно влияет на здоровье людей. То есть астматики, есть взрослые люди, старики, дети, всем мешает. Вопросы самые разные, формат дискуссионный. Ребята из первых уст узнают подробности деятельности министерства, направлениях и не только. Асхаб Гапархоев впервые присутствует на встрече такого формата. Сегодняшним днем доволен. Встреча прошла очень хорошо, мне очень понравилось. И узнал я, что в районе Сунжи у нас недостатки деревьев. Хотя я про это слышал, но сегодня окончательно в этом убедился. По-моему, такие встречи нужно часто очень проводить, это очень классно. Люди, студенты, и школьникам тоже надо доводить их. Они вообще все, мы сможем пополнять свои там знания. Подобные встречи проходят в республике по инициативе главы региона Махмуда Али Калиматова. Первым ответил на вопросы студентов и побеседовал с ними Саварбек Халахоев. Несколько раз глава нашего региона, то есть это была, кстати, его идея. Он постоянно обращает внимание на молодежь, воспитание молодежи, на учебу, то есть особое внимание всегда уделяет. Кстати, день для этой встречи выбрали не случайный. Ежегодно 5 июня отмечается профессиональный праздник специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов. Планы у министерства серьезные. Так уже сейчас идет работа над проектированием мусороперерабатывающего комплекса в Малгобеке. Очень необходимый комплекс. Почему? Потому что у нас у нас есть мусорная свалка в Сунжском районе и в Малгобеке. Они постоянно тлеют, создают неудобства для жителей Малгобека и Сунжского района. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему, в любом случае нам нужен полигон. Современный, со всеми оборудованиями, со всеми комплексами. Поэтому эта работа ведется. В скором времени мы этот вопрос закроем. До конца 2024 года будет закончится проектирование и экспертиза. А 2025-2026 год мы построим уже полигон. Сегодня министерством ведется огромная работа по защите окружающей среды. Главной задачей, конечно, остается реализация нацпроекта «Экология». В его рамках в регионе реализуются 4 региональных проекта: «Чистая страна», комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, сохранение лесов, сохранение уникальных водных объектов. У нас работы очень, кстати, много, на самом деле, по всем направлениям. Это связано с мусором, с лесом, с водой. То есть по всем направлениям мы работаем. Вроде проблем у нас нет, с нашей стороны, в принципе, мы работаем, то есть справляемся вроде пока. То есть как я оцениваю со своей стороны, я думаю, что моя оценка это чуть-чуть неправильно, поэтому нас должны оценивать со стороны. Я думаю, этот вопрос будет правильно задать представителю правительства и главе. В общем, дальше только больше. День эколога в России – праздник молодой. Президент Владимир Путин подписал указ о его проведении в 2007 году. Ежедневно каждый сотрудник министерства трудится над чистотой, будь это леса, реки или просто улицы. Но несмотря на то, что занимается этим они, главное правило – нам забывать нельзя. Надо начать с самого себя, надо взять себя в руки и сказать: я не буду мусорить, я буду помогать, буду убирать за собой, буду поливать растения, ухаживать за лесными созданиями. И, люди сейчас, бросили мусор, такие: ничего, нормально, ничего не будет, уберут. Но можно начать делать различные организации по типу тех же волонтеров и начинать убирать. В завершение встречи здесь поздравили с праздником коллег и волонтеров, а студентам пожелали самого главного – никогда не изменять своей мечте и добиваться своих целей. Хава Гагиева, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.